Сегодня я хочу представить вам интервью российского ученого, историка Константина Куксина, которого я лично очень уважаю, очень ценю. Это интервью с Константином было записано в Москве несколько лет тому назад, и вы знаете, оно очень ценно для нас, потому что в нем российский ученый говорит то, что, мягко говоря, сильно отличается от официальной доктрины советской и современной российской пропаганды. Он говорит правду о нашей истории, честно, без прикрас, без лицемерия и шовинизма, без имперскости и снисходительности. А это резко противоречит общему флеру современной российской повестки, от которого давно и не свежо веет уже даже не европоцентризмом, а москвоцентризмом. Или, как теперь принято говорить в определенных кругах, триединством Святой Руси. История Золотой Орды не просто замалчивалась, она искажалась в Советском Союзе. Я учился в советской школе, и я помню, как нам учительница еще в 4 классе объясняла, что главное зло – это татаро-монголы. Если бы не проклятые татаро-монголы, жили бы мы сейчас лучше всех. И только советская власть сумела все изменить и исправить к лучшему. Так бывает, что в своих бедах мы обвиняем другого человека, либо другой народ, другую страну, другое государство. Казахи считают, что Золотая Орда – это основа их государственности. И действительно, среди казахов мы встречаем очень много таре. Это прямые потомки чингизидов, а только они имели право на власть. Скажем так, русские унаследовали идею Орды, огромной империи. Казахи унаследовали Орду по крови своей. То есть они действительно потомки ханов Золотой Орды.